Ученые назвали лучший способ продлить жизнь без спорта и здорового питания. Образование. Удивительно, но каждый год получение образования, говорят ученые, снижает риск смерти на 2%. Ну что ж, кажется, мы нашли способ, чтобы жить вечно. Ведь система образования Республики Башкортостан считается одной из крупнейших в стране. Какие сегодня существуют меры для поддержки науки, образования и что делается для того, чтобы в России, в республике больше и качественнее не только учились, но и рожали? Узнаем у председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилии Гумеровой. Лилия Салаватовна, здравствуйте. Здравствуйте. Глава региона Ради Хабиров как-то сказал, ссылаясь на мировых источников, экспертов, что реальный рывок способен совершить только те страны и те главы и регионы, которые активно вкладываются в образование и науку. И Башкортостан выбрал именно такой путь. Да, действительно, и можно с уверенностью сказать, что сегодня Республика Башкортостан входит в число регионов-лидеров по развитию повестки научной. Прежде всего, хотела бы отметить, что в национальном рейтинге научно-технологического развития Республика Башкортостан вот уже третий год уверенно входит в десятку сильнейших регионов Российской Федерации. Но и в целом сегодня за научную повестку развернулось настоящее соревнование. Если раньше, лет 10 назад, эти вопросы слабо интересовали руководителей регионов, то сегодня нет ни одного региона Российской Федерации, который бы не был заинтересован в получении федеральных грантов на развитие науки, в участии в проектах региональных, федеральных и даже международных. И, безусловно, такие инструменты развития, поддержки науки и технологий, как «Приоритет 2030», передовые инженерные школы, НОЦы мирового уровня, научно-образовательные центры – это те инструменты, которые помогают продвигать научную повестку. И самое главное, что Республика Башкортостан в них активно участвует. Ну, достаточно отметить, что буквально в субботу наши вузы представляли свои проекты и успешно все защитились. 2 вуза входят во вторую категорию. Это Башкирский государственный медицинский университет, Нефтяной технический университет. Впервые Башкирский государственный аграрный университет попал в программу в «Приоритет 2030», он в третьей категории вузов. И Уфимский институт науки и технологий также в 3-й категории. Это огромная победа нашей научной команды во главе с Ради Фаритовичем Хабировым. А скажите, у какого-то региона такое большое количество вузов, которые вошли в эту программу, есть еще? Здесь, конечно, нужно смотреть и по каким категориям, но мне видится, что мы в десятке сильнейших, это точно. Угу. Ну вот давайте точечно пробежимся. Конечно, по вот всем, скажем, нацпроектам здесь уже мы не сможем, но то, что хотелось бы отметить, это вот НОЦ, как вы уже тут говорили, в Уфе состоялась стратегическая сессия, посвященная обновлению проекта развития сети НОЦ мирового уровня на период 2025-2030 годы, и вот отдельное внимание поддержке молодым ученым и исследователям. Да? Скажите, пожалуйста, как ваш комитет, который вы возглавляете, включен в работу вот именно по этому направлению? Ну, прежде всего, я хотела бы отметить, что это действительно очень такое неплохое достижение, что НОЦ наш евразийский вошел в 15 научно-образовательных центров мирового уровня и уверенно показывает и доказывает свою состоятельность в этом направлении. Буквально несколько минут назад мы вернулись с пленарного заседания. Уфа сегодня стала точкой притяжения действительно всех НОЦов, а их у нас 15 в Российской Федерации. Они объединяют 38 регионов Российской Федерации, но мы, пожалуй, отличаемся еще и тем, кроме наших научных достижений, что мы единственный НОЦ, который сконцентрирован в одном регионе. Интерес коллег огромный. Как же дальше будут развиваться эти научно-образовательные центры? Мы, конечно, активно отстаиваем позицию того, что те НОЦы, которые доказали свою результативность, обязательно должны быть поддержаны. Что касается нашего комитета, то мы всегда последовательно отстаиваем развитие научной повестки в регионах. Знаете, было очень-очень отрадно, что предложение Совета Федерации, нашего комитета о том, чтобы в обновленной стратегии научно-технологического развития страны появились и возможности, чтобы в регионах были свои стратегии научно-технологического развития, было поддержано. И сейчас активно регионы этой повесткой занимаются. Вообще я хотела бы отметить, что по предложению
поручению Валентины Ивановны Матвиенко и Дмитрия Николаевича Чернышенко, вице-премьера, по аналогии с федеральным научным спецназом сформирован научный спецназ региональный. Так. Это то, что в каждом регионе Российской Федерации есть ответственный в лице заместителя руководителя региона, который отвечает за научную повестку и за повестку развития интеллектуальной собственности, потому что эти два вопроса непосредственно связаны. И вот то, что я говорила про стратегии интеррегиональные, сегодня уже 20 регионов сформировали такие стратегии. И более того, мы ведем обучение совместно РАНХИС региональных научных команд, потому что сегодня регионам мало желания, мало вложить средства. Нужны очень большие, высокого уровня компетенции, чтобы наши научные разработки как можно быстрее внедрялись в жизнь. Именно за этим мы видим успех развития нашей страны и наш прорыв технологический, нашу технологическую независимость. Давайте коснемся темы развития интеллектуальной собственности. Она тоже является одной из приоритетных для Совета Федерации вашего комитета, и мы видим, с какой заботой и вниманием вы оказываете поддержку республики в регистрации национальных брендов. Вот об этом поподробнее расскажите, пожалуйста. Да, вы совершенно правы. Интеллектуальная собственность и совет, который по предложению Валентины Ивановны был сформирован, действительно стал настоящей точкой притяжения, знаете, всех компетенций, мыслей, идей по этой очень важной теме. Очень много еще нужно сделать, чтобы продвигать эту тему. Мы внесли системные изменения в законодательство, которые позволяют коммерциализировать результаты интеллектуальной деятельности. Ведь мало получить патент, что-то изобрести, какую-то технологию. Очень важно, чтобы она внедрялась в жизнь и чтобы приносила прибыль. И вот над этой темой мы, конечно, работаем. Но очень интересная тема, которая касается всех регионов, это тема региональных брендов. Знаете, вот готовясь к нашей встрече, мы анализировали ситуацию, и за год количество субъектов Российской Федерации, которые не зарегистрировали ни одного регионального бренда после поручения Валентины Ивановны, сократилось с 24 до 16. И мы сейчас искренне надеемся, что через год мы к нулю сведем эту цифру. Сегодня в реестре федеральном 373 региональных бренда, которые зарегистрированы в качестве наименования места происхождения товара и географического указания. И здесь Республика Башкортостан тоже один из регионов-лидеров. Башкирская шаль, башкирская лошадь, которую мы зарегистрировали, башкирский мед, курай. И вот буквально в канун Нового года под номером 370 был зарегистрирован очередной башкирский бренд, это башкирский Палас. И мне видится, что еще у нас есть огромное окно возможностей. Это наши уникальные продукты, минеральные воды. И с нашей командой вместе, с такой поддержкой, да, мы эту работу продвигаем, конечно же. Но вы знаете, если с наукой, с интеллектуальной собственностью в Башкортостане все хорошо, то вот с демографией, ну, на самом деле не только в республике, но и вообще в России коэффициент рождаемости на низком уровне 1,4. Если я не ошибаюсь, вот такая вот цифра. И, как сказал Владимир Путин, один из ключевых для России моментов – это вот как раз вот демография. Что делается для поддержки семей? Что делается для того, чтобы в республике рожали? Действительно, вы совершенно правы, что вопросы демографии – это наш основной вызов на сегодняшний день. Ну, и вопрос к вам, потому что вы же являетесь ответственным секретарем Совета. Вот. Да, был создан в соответствии с указом президента президентский совет по вопросам демографии и семейной политики, поддержки государственной. Возглавила его председатель Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко. А ответственным секретарем назначена в соответствии с указом президента. Это огромная честь, но, знаете, это огромная ответственность. Сегодня, как вы правильно отметили, суммарный коэффициент рождаемости 1,4. Это действительно невысокий показатель. И наши ориентиры в соответствии со стратегией демографической, которая вот со дня на день должна быть утверждена, это 1,6, 1,8. Но, знаете, проводя организационное совещание, Валентина Ивановна Матвиенко сказала, что для простого воспроизводства 2,1, а вообще ориентироваться на цифру 2,3.
Сегодня по итогам 2024 года 18 регионов Российской Федерации несколько превысили свои прежние показатели, но Республика Башкортостан входит в число регионов, где суммарный коэффициент рождаемости несколько выше. Но для нашей республики, безусловно, это не предел. Вообще вопросы демографической политики, они должны решаться комплексно. Нельзя сказать, что вот мы построим там сотни домов родильных и все будет хорошо, или там откроем десятки, сотни школ. С одной стороны, это вопросы инфраструктуры. Тоже очень важно инфраструктура, которая благоприятна для семьи, для детей. Школы, больницы, поликлиники, учреждения родовспоможения. Это доступное жилье. Мы сейчас рассматриваем, вообще анализируем все программы жилищные на предмет их эффективности с точки зрения решения демографических вопросов. И, возможно, уверены, будут корректировки с тем, чтобы появился в семье ребенок, и ты уже имеешь какие-то льготы или возможности арендного жилья. Например, в Саранске уже губернатор объявил, что в случае рождения ребенка, сейчас разрабатываются критерии, для каких семей будет предоставляться арендное жилье. Какие-то субъекты идут по пути жилищных сертификатов, кто-то выделяет деньги на первого ребенка, кто-то финансовые средства на второго, третьего и последующих. В целом наш совет сейчас анализирует все меры социальной поддержки с тем, чтобы они действительно влияли на демографическую ситуацию, не просто помогали семье не остаться за чертой бедности, семье с детьми, но и поддерживали, были стимулом. Ну, допустим, единое детское пособие у нас привязано к прожиточному минимуму. И желательно, чтобы вилка, когда там чуть больше стали родители зарабатывать, они автоматически не выключались из тех необходимых мер поддержки, которые сегодня имеют место быть. Безусловно, нам нужно менять и информационное наше поле. И здесь мы огромные надежды возлагаем на средства массовой информации. В состав членов нашего президентского совета вошел руководитель канала «Россия-1» Добродеев Олег Борисович. У него есть целый ряд идей, и мы с администрацией президента договорились о том, что в целом мы должны, знаете, некие критерии эффективности наших информационных каналов сформировать, чтобы были передачи о семье. Побольше говорить о семейных Безусловно, чтобы да? многодетная семья перестала восприниматься где-то за гранью нормы, чтобы мы перестали на нее смотреть как на семью неуспешную, у которой много трудностей. Ведь сколько у нас, вот перед нами выступали руководители общественных организаций, сотни счастливых многодетных семей, на которых мы должны равняться и, конечно же, их пропагандировать. И прежде всего через современные средства, социальные сети, интернет, контент в сознании молодежи должно быть привито и ответственное родительство, и пропаганда семьи. Это, знаете, огромный пласт работы. Я думаю, вряд ли мы в рамках нашего интервью сможем об этом поговорить, но хочу четко сказать, что у нас выработана четкая стратегия наших действий. Мы один из немногих президентских советов, который в соответствии с положением имеет право готовить предложения в послании. И сейчас с коллегами мы активно над этим работаем. И, конечно же, уверены, что наши предложения, которые, знаете, от общественных организаций, от экспертов, демографов, политических деятелей, мы сможем аккумулировать, проанализировать и сделать так, что выйдут конкретные поручения президента, которые помогут и конкретной российской семье, и тысячам семей в России. Давайте вот на этой позитивной ноте и завершим. Спасибо большое, что ответили на наши вопросы. А я напомню, у нас в гостях была председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.